И вот у нас молодежная организация, мы собираемся, мы 100 мероприятий в год проводим, у нас молодежь приходит, и вот я так чувствую, да, вот каждый раз находить им какие-то слова, примеры, идет сильнейшая на них вот эта вот западная пропаганда, вот какими словами, как им сказать, чтобы они ни сайты не подписывались, не верили этой пропаганде, вот чем их убедить, так сказать, вот. Ну, Главное, наше оружие и козырь, так сказать. на самом деле идет серьезная такая информационная атака. Она касается, конечно, практически всего нашего, всей нашей планеты. И, конечно, коллективный Запад, который как раз и стоит за этими фейками, за дезинформацией, за переписыванием, в том числе, истории, фактов. Первый заинтересант, конечно, коллективный Запад. И сейчас в условиях такого давления беспрецедентного на Россию с точки зрения политики, экономики, ну, по факту гибридной войны, то вот это вот информационное противостояние, оно, конечно, очень является значимым со стороны нашего, так скажем, потенциального противника. Ну и, конечно, здесь очень важно разговаривать с молодыми людьми, поэтому сейчас предпринимается очень много. Это работа с нашими школьниками, это создана и организация «Юнармия», и движение первых, которое действительно занимается реальной работой, в том числе работой по изучению истории, а от этого очень много зависит, потому что мы знаем такие известные слова, что народ, забывший свою историю, обречен на забвение. И после этого просто люди используются как механизм для решения задач геополитических стран Запада, стран НАТО. Поэтому, конечно, работа общественных организаций, молодежных организаций, патриотических организаций, таких движений, как в которых работаете вы, это, конечно, диалог в первую очередь с молодыми людьми, это доносить правду, истину, защищать наши традиционные ценности, что мы вместе все и делаем. Это, наверное, одно из самых главных задач государства для того, чтобы сохранить народ, наш многонациональный в мире, для того, чтобы создать условия для развития дальнейшего и противостоять, конечно, тому идеологическому давлению, которое идет со стороны Европы, со стороны Америки. Ну, а вот еще есть такой момент, вот то, что касается нашей молодежи. Еще у нас проблем, я бываю в школах, да, в школах ученики, я бываю 6 класс, 7 класс. Как вот у них поднимать эту тему уже, вот, или как-то еще они не взрослые, что ли, вот, как школьникам тогда нам доносить, что нам говорить, где, что такое хорошо и что такое плохо, какими словами мы должны говорить. Мне кажется, что здесь сейчас наше Минпросвещение и министр Сергей Алексеевич Кравцов очень много делает на этом направлении. Смотрите, у нас появился отдельный такой, как урок, как разговор о важном. Когда поднимаются для разных возрастов, для разных классов очень серьезные темы. Это тема, как я уже говорил, и истории, и нашего государственного строительства, и памяти, и ценностей наших традиционных вероисповеданий, и того, что действительно самих школьников интересует. Мне кажется, это очень хорошая форма, когда в рамках этого мероприятия приходят представители органов власти, муниципальных, представители различных структур, профессий, ветераны, например, специальной военной операции. И вот такой вот прямой диалог, разговор на равных, мне кажется, дает свои плоды. То же самое и в студенчестве. Вот у нас Росмолодежь уже на протяжении нескольких лет реализует тоже такой проект «Разговор на равных», когда к молодежной аудитории, к студентам приходят представители разных тоже структур бизнеса, общества, политики и разговаривают с молодыми людьми на те темы, которые им интересны, и отвечают на вопросы, получают информацию от первоисточника. Это вот, наверное, самое главное. Ну и, конечно, надо работать, разбивать эти фейки, которые есть, которые появляются. И это очень серьезная работа и НКО, и медийных наших структур, средств массовой информации, как традиционных, так и современных, которые работают в соцмедиа. Поэтому работа действительно важная. И мы должны отвечать на эти современные вызовы, угрозы, противостоять им и не допустить, чтобы наших молодых людей по факту обманывали. Ладно, спасибо. До встречи на площадке Да, штаба Татар. ждем. Спасибо.